9-нчы локация. Сез Чаллыда үз метро барлыгын беләйдегезме? Әгәр дә юк икән, белегез. Бу ишек артында метро дип исемләнгән мәдәни-мәгариф платформасы эшли. Метро беренче тапкыр иҗтимагый киңлек буларак 2014 елда бер йортның аскы катында ачыла. Проектны булдыручы Виктория Штанке әйтүенчә, мы назвались так не случайно. Метро не бывает в маленьких городах. Это говорит о том, что пространство, подобное нашему, прерогатива скорее городов-миллионников. Это амбиция. Мы, конечно, не миллионник, но хотим, чтобы у нас тоже было что-то, что есть у крупных городов. Кроме того, метро – это объединение и оперативность. Оно связывает разные точки города. Үз бинасын озак кына эзләгәннән соң, шәһәр администрациясе ярдәмендә метрога элеккеге Москва ресторанның төньяк өлеше бирелә. Шул рәвешле 2015 елдан шәһәрдә бердән-бер метро мәдәни-мәгариф платформасы эшли башлый. Бүгенге көндә оешма исәбендә бик күп төрле проектлар бар. Шуларның берсе «Сказки на Каме» фестивале. Виктория 2020 елгы фестиваль турында нәрсә әйткәнен тыңлап узыйк. В общем, да, действительно, в этом году мы решили проводить у себя здесь, на площадке, по двум основным причинам. Первая — это коронавирус, вторая — это то, что обновленная территория, и НУР открывался как раз в этот период, и у нас какие-то недоделки доделывались. Мы считали важным все-таки открыться у себя дома на этой площадке и все-таки фокус внимания сделать именно на сути сказок на Каме, это на резиденциях, которые работают на протяжении июля и августа, и все-таки, что сказки на Каме — это не просто праздник, фестиваль, а это все-таки в первую очередь работа и презентация итогов этой работы. И поэтому все-таки сказки на Каме — это в первую очередь, что происходит до них, нежели вот этот именно сам день. Вот. И первый год мы проводили его на набережной Габдуллы Тукая, и я бы сказала, что все-таки в первый год мы больше делали такого с целью, в общем, получить некий такой, даже для себя самих, вот ощущение, что, мы можем сделать классно, мы можем создать вау-эффект, и мы можем понять, что да, в Челнах такое возможно. Может быть классный современный фестиваль, масштабный, с крутыми там событиями на нем, с уличным театром клевым, с вот этим музыкой современной. Мы сделали этот геокупол просто шикарнейший, который там смотрелся, арт-объекты. И мы кайфанули от этого, но очень много было чего-то привозного. То есть у нас был привозной уличный театр, у нас была привозная музыка. И мы не делали каких-то резиденций до этого, мы скорее просто что-то у себя на коленке тут небольшими командами создавали. Это не было в формате все-таки такой резидентной работы, осмысленной, а скорее просто кому-то пришла в голову какая-то мысль, окей, мы ее осуществили, и мы втягивали туда меньше гораздо людей, нежели сейчас. Но при этом он получился классным, давшим такую волну, и многие мне писали о том, что это как-то поменяло их отношения с городом, что кто-то начал заниматься некими проектами, тоже клевыми, городскими, именно после фестиваля, потому что увидел, что вот так можно. Поэтому с этой задачей он точно справился. В прошлом году мы делали на площади Азатлык, и фестиваль как раз был направлен больше на... Вообще, вот мы первый раз делали эти резиденции, мы не знали до конца, как вообще, какой результат будет. Я признаюсь, что мой настрой был более скептичный. Я думала, что мы справимся хуже. То есть результат резиденции будет такой, менее... Я даже не знаю, какое слово подобрать, но имеется в виду, что он будет не такой ощутимый, наверное, да, что он будет более такой поверхностный, что, может быть, даже что-то мы не сможем доделать, с чем-то не справимся. Но получилось так, что мы справились с каждой задачей, и в целом у нас получилось. И это было, такое внутреннее ощущение: вау, это возможно, мы можем делать крутые штуки. И он был хоть и на площади, но он был, наверное, направлен как-то внутрь себя все-таки. То, что, может, не все поняли, что происходило, что это была работа резиденции, что там были какие-то художники, которые там работали на протяжении 2 недель, а то и больше, потому что 2 недели — это там интенсивная работа, потом же еще обработка результатов, поэтому это какая-то такая все-таки внушительная работа. И в
том числе какая-то начала больше команда формироваться вокруг сказок, того, что вот мы делаем это все вместе, и здесь есть в Челнах те люди, которым это не безразлично, которые готовы двигаться дальше, которые там включаются вот в эти процессы. И уже вот здесь, вот в этом году он прошел камерней, но вот мне хочется всегда, чтобы эта камерность не обманула, потому что он гораздо масштабнее по своему содержанию, по своему вообще значению для города, нежели предыдущие фестивали, ну, как мне кажется, опять же, да, потому что все-таки каждый свою роль сыграл. А сейчас мы поняли, что результаты резиденции, они уже гораздо серьезнее. То есть если все-таки в прошлом году это была проба пера, то в этом году это прямо плоды уже. Экскурсияның финал нуктасына үтик. Метроның панорам тәрәзәләре янына килегез.